Егер сіз кино бақмаға пек севесіңіз, яда аксыне аз бақасыңыз, вене в бетеке фильмнің насылы сечмегеве білмейсіңіз, что алиге ичтимai ағларда яза білесіңіз ве бір суаліңізге али жавабыны берер. Шымдайсе достлар, студиямызда да бір мұсафыр болуна, да бір истидатлы мұсафыр, чүнке бұл инсан ем ерлай, ем аш пішіре, ем де оның юксек образование. Илим, білмеймін, да, бірші. Шымды, өлі башынан мен беклемедім. Яқшы, достлар. Таныш, оңыз. Мутихас, асында о тек мұна истидаты ержілікта, вияшчылықта дегілде, о да туризмнен оғраша. Шымды келіңіз әршейін оғренек, өзі әршейін аңлатырajақ бізге. Достлар, таныш олыңыз біздің студиямызда. Амет Абдурашидов. Селям алейкум. Алейкум селям. Амет бей, расскажите, пожалуйста, как начинается ваше утро? Утро начинается, да как у всех, наверное, начинается с вот такого помятого лица, наверное, с отпечатка на подушке. В спешке собираюсь либо на работу, либо там на студию куда-то. То есть обычно оно проходит в спешке. Обычно это что-то такое очень энергичное. Стараюсь как-то. То есть вы постоянно в движении, да, получается? Стараюсь быть постоянно в движении. Движение – это жизнь как-никак. Мы представляем вас как певца, повара, а также эксперта в туристическом деле, да, в туризме. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как так получилось, что вы в столь юном возрасте, а уже эксперт в 3 направлениях? Да, наверное, обстоятельства так сложились. Туризм, скажем так, это что-то, куда я пошел, не знаю, то есть это было как что-то, куда какая-то отдушина, куда я хотел просто что-то, чтобы была какая-то перспектива на будущее, хотя бы маломальская, скажем так. Но где-то уже на 4-м курсе я начал понимать, что мне эта профессия как бы не особо интересна, но как бы доучиться уже стоило. А заниматься поваром, опять же, те же обстоятельства. Потому что в определенном возрасте ты понимаешь, что тебе нужны определенные финансовые вложения, да, которые нельзя рассчитывать только на родителей. И поэтому тоже музыкой, чтобы заниматься. И поэтому ты как-то стараешься куда-то, что-то, чему-то научиться. Потому что, как бы, у меня был вариант быть поваром, да, то есть заниматься этим делом. И я понимал, чтобы этим заниматься, мне нужно уметь это. Как бы, ну, готовить я с детства люблю, потому что, наверное, это был, наверное, какой-то больше запретный плод, потому что дома мне готовить не разрешали, как бы, у меня бабушка такой старой закалки, поэтому она как бы мужчина в плите, ни в коем случае. И поэтому я понимал, что мне нужно научиться, чтобы, опять же, зарабатывать деньги. А вот с музыкой все обстоит совершенно иначе. Как давно все началось? Началось, наверное, лет с 10-11. Началось все с передачи, наверное, «Танцуют все» на украинском телевидении. Она еще была, по-моему. Да. Вы участвовали? Нет, не участвовал. Дело в том, что ее показывали по телевизору. Я, помню, проходил мимо. Там играла песня Эминема и Рианны, по-моему. Да. Она мне безумно понравилась. Я тут же побежал к Тезешке, спросил у нее, там, кто это, как это, нашел через мамин мобильный интернет, тогда еще. Нашел, я даже помню сайт, на котором я его нашел, Вапос, по-моему, назывался, сейчас его уже, по-моему, нет. Да, такого уже нет давно. Такого уже давно нету. Я его там нашел, скачал, и целыми днями ходил, слушал, потом это заучил в школе на утреннике, спел. Ну, зачитал, спел, да. И просто в определенный момент я понял, что я хочу так же. Я хочу писать музыку, я хочу этим заниматься. И уже с 16 годам, наверное, это стало уже целью, которой я понял, что это то, что я хочу по жизни. То единственное, наверное. То есть вы пишете и слова для своих песен, и музыку? Нет, музыку я, к сожалению, не пишу. Поздно очухался просто-напросто. Вот, что надо было бы и этому научиться. Ну, пока да, пока только слова, текст.
это мелодию. А текст это в каком жанре, в каком направлении все-таки? Направление, наверное, поп, такое, вперемешку с хип-хопом, может, это R&B, может, что-то такое, в общем. А, все-таки больше танцевальное, да? Ну, стараешься, да, стараешься что-то, такой бренд, такой тренд, скажем. Хорошо, Так, да. как бы, Как вы вдохновляетесь? ой, да, меня вдохновляет что-то, что я увижу, люди меня вдохновляют, когда люди там, сейчас бывает, да, частенько, когда люди пишут, ой, там, мне нравятся, да, твои песни, когда начинают как-то вот что-то, что подбадривает тебя. И вот тогда тебе хочется делать это еще, и вот, и можно весь день этим заниматься, наверное. Как ваша семья к этому относится? Они вас поддерживают? Да, конечно, безусловно. То есть, ну, сначала, когда у меня это было не так серьезно, конечно, как бы к этому относились так. Типа, дитя играется, чем бы дитя не тешилось. Вот. А когда, естественно, я заработал деньги, поехал на запись к Амету, А, Thematic Beats. да, конечно. Вот. Когда поехал на запись, записал, ему понравилось, мне понравилось. Я дома это показал. У всех, наверное, вот такие вот глаза по 5 копеек. Мама тут же расплакалась, естественно. Мама, тизешка, все. Ну, то есть, по закону жанра, как бы, все расплакались, вы что там, ребенок вырос и так далее и тому подобное. И вот, наверное, И вот так тогда, начался да, и так творческий путь. начался, да, наверное, творческий путь, да. И за все это время, ну, у вас уже есть, да, определенное количество песен, альбом, да, там. Ну, альбома пока нет, вот шестая песня выйдет скоро, как только я сделаю обложку. Надеюсь, я скоро Может это быть, у сделаю. кого-то учились, с кого-то берете пример? Пример я беру с того же Эминема, а учился я вокалу, Лилия Фератовна была, она занималась, она ставила мюзиклы, то есть она работала с голосом, и театральные какие-то постановки мы ставили. Вот. И она со мной, вот с ней я, так скажем, получил вот ту необходимую базу, которой я сейчас пользуюсь в исполнении. Вот. А сейчас она, правда, она сейчас Хаят, по-моему, с Хаятом занимается сейчас. Вот, поэтому сейчас, не получается у нас пока что так состыковаться. А можете ответить на такой вопрос? Вдохновляетесь ли вы исполнителями крымско-татарской эстрады? Да. Марлен Каримов мне очень нравится. Вот. Его младший брат Энвер Каримов тоже. Безумно талантливые люди. Очень... Я слушал песни, опять же, Амет меня с ним познакомил, да. Очень, прям вот безумно талантливые люди, мне очень нравится. Ну, это именно ваша стихия, современное, да? да. Это именно ваше направление, поэтому вам это ближе, вам это нравится. Наверное, да. Ну и плюс вокальные данные мне, я считаю, очень на высоте просто. А что касается народных исполнителей? Народных исполнителей я так как-то... Хорошо, зайдем с другой стороны. А на крымско-татарском вы поете или планируете записать песню на крымско-татарском? В планах есть, да. В планах есть записать песню на крымско-татарском языке. Я хочу, чтобы, по крайней мере, хотя бы одна такая песня была вот в альбоме, которая выйдет скоро, потому что хочется как-то, чтобы люди знали все-таки, кто я. То есть мою национальность, то есть мою культуру и так далее и тому подобное. Это одна из таких вот целей, которые я хотел бы зацепить как бы прицепом. Я очень часто сталкивался с такими мнениями, когда ты говоришь людям о том, что ты вот хочешь достичь чего-то великого в жизни, чего-то вот очень хочешь, там, большой сцены какой-то, чего-то такого, говорят обычно что-то типа, давай приземленнее как-нибудь желание, то есть понимаешь, что там нужны деньги, там нужны подвязки, там нужны... Я хочу, оказавшись там, то есть я это в любом случае сделаю, это в любом случае произойдет не с первого, так со второго, не со второго, так с третьего раза, я в этом уверен. Просто-напросто у меня нет
другого выбора у меня. И я хочу, чтобы люди, доказать, скажем так, своим примером, на своем примере показать людям, что вот он я, вот чего я достиг. У меня мама, папа, у них фамилия не Рокфеллер. У меня Абрамович тоже не мой друг. То есть подвязок каких-то у меня там тоже нет. То есть и хочется понять, что даже через вот такое, то есть через что всего можно достичь в жизни. То есть единственные барьеры, которые у тебя есть, они у тебя вот здесь в голове. Причем про барьеры я говорю сейчас не просто для пафосной какой-то фразы, а барьер он не может быть не обязательно твоим. Он может быть навязан друзьями, он может быть навязан там окружением. То есть ты просто должен иметь какую-то внутреннюю силу, чтобы пробивать их, несмотря вот ни на что. Пусть говорят, мне тоже на начальных этапах мне тоже часто говорили люди, что Это все не то, это не то, надо. это как бы, то есть, парень, это не твое. Часто такое было. Сейчас мне очень бы хотелось, конечно, пообщаться с этими людьми, чтобы они сейчас сказали. Какой оптимист. Машалла, оптимист. Не, это даже не оптимизм, это правильная жизненная позиция, это настрой, и доказать все по-другому, не так, как люди говорят, это на самом деле очень интересно. А все-таки мы вот хотели бы вот понять, вот чем вот вы живете, вот ваша другая жизненная позиция. То есть должно же вот повар, да, вы сказали повар, бабушка никогда не подпускала вас к плите. Вы все-таки стали поваром, вот сейчас что-то поменялось? Сейчас, да, поменялось. Сейчас я не знаю, что мне есть, потому что все надоело абсолютно. Сейчас это очень, очень сложный вопрос. Поменялось, наверное, отношение вообще ко всему в целом. Работаю я, как правило, ночами, чтобы днем у меня было время на что-то, заниматься музыкой, опять же, да. Просто появилось какое-то чувство обязательности, скажем так. Появилось что-то. Я считаю, что работа это то, что тебя должно воспитывать в возрасте каком-то определенном, которые должны вдалбливать тебя в какие-то обязательства. Ты должен понимать, что. И опять же должна быть цель. То есть должна быть какая-то великая цель, потому что из-за этой цели ты должен. Это то, из-за чего ты должен просыпаться по утрам. Если ее нет, ты этого не будешь делать. Просто-напросто. Ты вот так и проспишь. Все на свете. Я бы хотел все-таки понять, а дома все-таки теперь разрешили готовить у плиты или нет? Дома теперь нужно готовить у плиты. Теперь мне это не нравится. Хорошо, на самом деле очень интересно. И туризмом, я так понимаю, вы заниматься не желаете? Пока что, наверное. Нет, я вижу, не желает вообще. Не желает вообще, да. Все-таки музыка у человека, на первом месте музыка. Сегодня, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я бы хотел пожелать, наверное... Нет, вот сюда, вот. Хорошо. Я бы хотел пожелать, наверное, прежде всего веры в себя. И, ребята, вот все, кто меня сейчас смотрит, вот там, за телеэкранами, держите голову на холоде, скажем так. Никогда не позволяйте кому-то как-то пошатнуть вашу уверенность в себе. Вы должны видеть свою цель всегда. Это важнее даже, я считаю, чем образование. Видеть свою цель четко и следовать ей. Наверное, Да, самое главное. хорошо. И здоровье, естественно. Это тоже, да. Это как бы да. Мы знаем, что вы сегодня приготовили какой-то маленький сюрпризик, да? Да. Хорошо, но о нем мы поговорим чуть позже. Сейчас мы перебьемся на паузу, да? Да? Dostlar, bizim yayınımız ise devam etmekte. Şimdi bizim misafirimiz endi hazırlana kısa zaman içinde siz onun baxşışını ve
сюрпризini o'zingiz ko'rajaksiniz, aslında iste'dodini ko'rajaksiniz. Yayınımız devam etdi, qisqa pauza, sonra ise bizim musafirimiz Dabir Kere bizga bu studiyada bulunacak. Просто улыбнись, малыш, не падай за меня, держись. Просто подойди ко мне и крепко ко мне прижмись. Весь этот мир для тебя, забирай его, он твой. Я буду твоей стеной, от всех кошмаров спрячься за мной. Солнце светит за окном, и ветер трепет кончики волос. И ты мурлычешь утром в телефон. Я так люблю твой сонный голосок. Просыпайся, малыш, я всегда буду первым, кто тебе звонит. И твой нежный голосок вместо пульса в моей груди. Открывай глаза, сегодня день лишь для тебя. И выгляни в окно, и там всегда я буду ждать тебя. Тут холодно, не выходи, просто посмотри и улыбнись. И мне хватит этого, просто жди, я скоро позвоню еще. Открывай глаза, сегодня день лишь для тебя. И выгляни в окно, и там всегда я буду ждать тебя. Тут холодно, не выходи, просто посмотри и улыбнись. И мне хватит этого, просто жди, я скоро позвоню еще. Я знаю тысячи звезд и тысячи грез, закроем собой, с тобой вдвоем. Вокруг никого, и только сейчас, сильнее каждый раз, я понимаю, как же сильно я в тебя влюблен. О, похоже, я попал, похоже, я поймал твой нежный взгляд, и прямо в сердце крепко он во мне запал. Нашел запал и шум в ушах, как пушечный зал. Бум, выстрел в глаза, сражен наповал. Белый флаг, я твой и ты моя навсегда. И не найдется никого никогда, кто нам бы помешал. Ты сделал плохо нам, закрой глаза и засыпай, лишь для того, что поднимаюсь утром ранним вновь. Я тебе прошептал, открывай глаза, сегодня день лишь для тебя. И выгляни в окно, и там всегда я буду ждать тебя. Тут холодно, не выходи, просто посмотри и улыбнись. И мне хватит этого, просто жди, я скоро позвоню еще. Открывай глаза, сегодня день лишь для тебя. И выгляни в окно, и там всегда я буду ждать тебя. Тут холодно, не выходи, просто посмотри и улыбнись. И мне хватит этого, просто жди, я скоро позвоню еще. Открывай глаза, сегодня день лишь для тебя. И выгляни в окно, и там всегда я буду ждать тебя. Тут холодно, не выходи, просто посмотри, улыбнись. Не хватит этого, просто жди, я скоро позвоню еще. Dostlar, bizim studiyamızda Ahmet Abdurashidov bulunaydı. Gerçekten de istidatlı yırcı. Çok sağ olun saytmak isteyimiz. Siz ise devam etiniz, bizden ayrılmanız. Çünkü növbette bizde büyük bir yanı kısım olacak. Buyurunuz, keyfiniz yaxşı olsun.